Доброе утро, уважаемые телезрители. Рубрика «Звездный гость». Я Дмитрий Пивоваров. Приветствую вас в это замечательное июньское утро. Как вы знаете, в Казани активно и бурно продолжает работу 4-й международный театрально-образовательный фестиваль «Форум Навруз». И среди почетных гостей выдающийся российский театральный режиссер, руководитель театра школы театрального искусства, профессор ГИТИСа Сергей Васильевич Жиновач. Доброе утро, Сергей Васильевич. Доброе утро. Ну, казанцы знают ваши работы, видели это «Горе от ума» в Малом театре и «Белой гвардии» в МХТ. Но на Наврузе очень много вопросов от комедии «Дель Арте» до того, как правильно работать с тростевой куклой, о мастерстве педагога, о мастерстве актера. А что вот лично вы хотите здесь, может быть, почерпнуть? Профессия педагога позволяет все время находиться в процессе обучения. Поэтому так многие режиссеры любят заниматься педагогикой, потому что все время ты учишься. И вот этот момент общения и учебы очень важный. Ну, к сожалению, тут трудно за такой короткий срок посмотреть, как работают твои коллеги, но я многих очень знаю по Москве. Вот, а здесь хочется, чтобы показали себя ребята. Потому что мы привезли целый курс, это 20 человек, и актеры, и режиссеры. Ну, у вас, конечно, это не секрет, у вас работают ваши ученики, о чем грезят многие казанские выпускники, которые делают очень любопытный спектакль в рамках учебных театров. Да, это связано только с одним, это связано с молодостью. С молодостью, с азартом, с энергией. Потому что, к сожалению, когда люди попадают в живые театральные организмы, и идет испытание и неудачами, и тяжелыми какими-то периодами, потому что жизнь творческих людей – это не всегда победы, ура, как здорово, как все хорошо. Это ежедневный труд. За хорошим периодом всегда идет какой-то тяжелый период. Вот. И вот умение держать удар, выстоять в жизни – это не очень многим дано. А во время учебы человек еще открыт восприятию, он верит в себя, верит в окружающих, говорит, что все будет, как говорят, ребята, клево. Они в это верят. И в этом их прелесть, и они прекрасны. Очень мне нравится один причастный оборот, который, опять же, принадлежит вам из одного из интервью, когда вы описываете театр как душевный. Вот слово «душевный» в данном случае что обозначает? Отвечаю за слова. Да, что касается душевности, ну, мне кажется, душевность и доверительность, то, что сегодня дефицит, мне кажется, в общении между людьми люди стали более не доверять другому человеку, более замыкаться в себе, ограничивать круг общения. А в творческих профессиях, особенно в театре, это, наверное, единственный правильный путь – это доверительность и открытость. И если не будет душевного хода в работе с артистом, с художником, да, и со всеми, кто сочиняет, придумывает театр, ведь это же искусство ансамбля, искусство коллектива. Это только кажется, что режиссер все придумал. Это неправда. Режиссер ведет работу. Он отвечает за все, как капитан на корабле. Но очень важна команда, очень важен повар, который кормит всю команду, очень важны матросы, которые все это моют, очень важен боцман и так далее. Поэтому, если в этих отношениях отсутствует открытость, душевность и доверительность, а возникают только профессиональные навыки, тогда этим заниматься скучно, неинтересно. У нас каждая утренняя программа выходит под каким-то лейтмотивом. И у нас как раз лейтмотив сегодняшний – это здоровье. Как человек распоряжается своим здоровьем в творчестве, в жизни. А так как вы человек-трудоголик, это все знают. Как вообще здоровье регулируете свое и чем? Ой, ну, всегда ждешь Нового года, понимаешь, что после Нового года будешь заниматься своим здоровьем. Ждешь понедельника, который выходной день. Ты знаешь, что с понедельника я начну отжиматься от пола, начну что-то еще делать, бегать там и прочее. Но, как правило, это ничего не происходит. Ну, мне кажется, здесь самое важное – это душевное здоровье, извините за такое. Да, это самочувствие себя. А для этого, мне кажется, очень важно находиться с природой. Для меня это ходить. Я очень люблю ходить. Бродить. Иногда ходишь и сам с собой разговариваешь. Я понимаю, что, наверное, со стороны это очень глупо смотрится. Вот. Но ходишь и придумываешь спектакли, или ведешь с кем-то диалоги, продумываешь какие-то интервью, или просто сочиняешь, придумываешь репетиции. Вот. И когда ходишь, двигаешься, ну, мне помогает. И главное впечатление от встречи с людьми, когда ты открыт, когда
прочтешь какую-то новую книгу, посмотришь какой-то интересный отрывок у ребят и восхитишься их какой-то смелостью, открытостью, не боязнью провалиться, не боязнью пойти в ту сторону, когда уже опытные режиссеры или артисты не пойдут, потому что как-то будет смотреться, а будет ли в этом успех. Спасибо вам. Хочется читать. Спасибо за ранний визит, и пусть в вашей жизни будет больше открытий, которые вы так любите. И вам удачи, спасибо за приглашение. Спасибо большое, уважаемые телезрители. В гостях программы «Новый утро» сегодня побывал знаменитый российский театральный режиссер Сергей Женовач, гость 4-го международного образовательного фестиваля форума «Навруз». Наша программа продолжается.